Лето, тепло, сезон велопрогулок, да и в общем велосипед – отличное средство передвижения для города. Ему не страшны пробки, а рутинная поездка на работу может превратиться в приятную прогулку или даже легкую тренировку. Чтобы ездить с комфортом и не мешать окружающим, нужно знать правила дорожного движения. Тем более в этом году в них внесли изменения. Я расскажу о самых ощутимых обновлениях. Приступим. Основное отличие заключается в том, что все велосипеды должны обладать обязательным признаком. У них должны быть педали или рукоятки. Новое определение говорит о том, что велосипедом не являются другие транспортные средства, которые приводятся в движение мускульной энергией, вроде беговелов, самокатов, скейтбордов и даже унициклов, как и различные средства передвижения, имеющие двигатель, который теперь относится к понятию СИМ. Но о них мы поговорим позже. Введен запрет на стоянку велосипедов на краю тротуара. Это значит, что теперь на тротуаре парковать велосипеды запрещается. Даже с краю тротуара у поребрика и даже если там стоит велопарковка. Парковать велосипеды согласно ПДД можно теперь только на краю проезжей части параллельно тротуару. То есть исключена следующая комбинация дорожных знаков. В Якутске, начиная с 2019 года, начали пролаживать велодорожки. Так, действующие велодорожки имеются в 202 и 203 микрорайонах, вдоль окружного шоссе, по улице Портовской и небольшой отрезок дороги на Пирогово. На стадии завершения также находится велодорожка по проспекту Ленина и по дороге Птицевод, ведущей к Речевой школе. Этого действительно мало, поэтому напомню, как правильно ездить, если нет велодорожек. Велосипедистам от 7 до 14 лет разрешается ездить только по тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон. Если на улице нет велодорожки или ей невозможно пользоваться, припаркованы машины, мусорки, ремонт полотна, то велосипедист обязан двигаться по правому краю проезжей части. Если нет возможности колесить по проезжей части, водитель велосипеда перемещается на обочину. Если обочина отсутствует, можно забраться на тротуар, но это крайняя мера. Эти правила должны помнить все участники дорожного движения. Как часто встречается, пешеходы выгоняют велосипедистов на проезжую часть, а автомобилисты, в свою очередь, отправляют их обратно. В городе Якутске есть проблема для передвижения велосипедистов, и связано это не только с отсутствием велодорожек, с качеством дорог и так далее, но связано это в том числе и с тем, что велосипедист, являясь, с одной стороны, согласно ПДД, полноправным участником дорожного движения, значит, многими водителями как таковым не воспринимается. То есть буквально 10 лет назад поголовно, я бы, наверное, сказала, что поголовно, водители считали, что велосипедисты должны двигаться только по тротуарам. И если они встречали велосипедиста на дороге, это всегда было с их стороны недоумение и даже в некотором смысле возмущение, почему вы здесь ездите и нам мешаете. Сейчас, к счастью, ситуация стала немножечко лучше, то есть появились реально водители, которые прекрасно понимают все это, доброжелательно относятся и как-то пытаются скоординировать, то есть вести себя на дороге адекватно, ну не то чтобы адекватно, и как-то пытаются создать условия, скажем так, да, то есть оставляют на правой стороне проезжей части, на правом крае достаточно места и так далее. Значит, есть водители, которые, когда ты едешь где-нибудь, тебя одобрительно там что-то сигналят, предположим, и так далее. Значит, но все-таки есть у нас водители, которые, встречая велосипедиста на дороге, а учитывая еще сложную обстановку дорожную в городе, конечно, это все нервирует, возможно, товарищи, но прямо агрессивно настроены, вплоть до того, что не поленятся высказать там какое-нибудь нелицеприятное что-нибудь, и даже иногда пытаются запугать велосипедистов, там, подрезая и так далее. То есть такие случаи бывают, и это чрезвычайно настораживает и пугает, и поэтому у велосообщества как такового стоит задача именно в том, чтобы показать всему населению города Якутска, что велосипедисты действительно в городе существуют и что действительно есть проблема, которая касается на самом деле всех, учитывая в том числе и подрастающее поколение. То есть надо дисциплинировать, надо учиться вести себя соответствующим образом и на проезжей части, и на тротуаре, и во дворах. А последняя акция, которая у нас была, это была акция «Велодевчата».
Мы ее проводим уже считаем, что ежегодно, традиционная акция. Но собираются только девочки, и мы пытаемся показать, что там велосипедисты это не обязательно какие-то люди в шортах, да, на коленниках и так далее. Значит, что действительно девочки могут и симпатично выглядеть на велосипеде, да, одеваем платье и проезжаем по городу, выбираем маршрут соответствующий. Но тоже один из моментов, чтобы и женщины, и девушки не боялись ездить на велосипеде. Не обязательно в платье, да, то есть все-таки у нас есть небольшой страх такой, да, учитывая вот ситуацию дорожную, и многие просто говорят, что я на даче покатаюсь вот немножечко круг, да, а в город я не поеду, я боюсь, да. Ну, это все надо как-то преодолевать, наверное, да, потому что чем больше у нас активности, чем больше разнообразия, тем интереснее жить. Пересекать дорогу по зебре нужно пешим ходом, и запрет проезда на велосипеде оправдан. Автомобилист может просто не заметить несущегося велосипедиста, как это случилось накануне. Произошедшее на видео 19 июня, время 11:30, перекресток улиц Лермонтова-Кирова. 19-летний велосипедист переезжал проезжую часть. Водитель при повороте налево совершил наезд. С начала года зафиксировано 7 подобных случаев с пострадавшими, 6 из них велосипедисты младше 14 лет. Многие просто снижают скорость и проезжают зебру на скорости пешеходов, но если случится ДТП, виноват будет нарушитель. Согласно правилам дорожного движения, ну и в принципе в летний период у нас дети, сами видите, катаются не только в парках, скверах, на площадях, да, но и также дети у нас катаются в дворовых территориях. Поэтому стоит, опять же, соблюдать правила дорожного движения в первую очередь взрослым, да, то есть родителям напоминать своим детям, где они могут кататься, то есть дворовая территория – это не место для катания велосипедов, так как дети могут выезжать из стоящих транспортных средств, либо, опять же, наехать на транспортное средство, которое выезжает с парковки, да, можно сказать. В принципе, вот вроде бы медленно все, но все равно дети при падении с велосипеда могут получить более серьезные травмы, нежели чем взрослый человек. Ну и в принципе водителям еще раз хотелось бы напомнить, что в дворовой территории они должны уступать пешеходам, ну и также транспортным средствам, да, то есть велосипедистам, ну и средствам индивидуальной мобильности. Но опять же, согласно правилам дорожного движения, на велосипедах, ну и на средствах индивидуальной мобильности они не должны кататься в дворовой территории. Теперь, что касается СИМов. Электросамокаты, гироскутеры, моноколеса и сегвеи получили официальный статус. Теперь их называют средства индивидуальной мобильности. По новым правилам дорожного движения электросамокаты признаны транспортным средством. Максимальная допустимая скорость составляет 25 км в час. Ездить электросамокаты должны по велодорожкам, если их нет, по тротуарам и пешеходным зонам. И только пользователям старше 14 лет в крайнем случае можно выезжать на дорогу, но двигаться только по ее правому краю. У водителя средств индивидуальной мобильности есть, опять же, весовой критерий. То есть, если транспортное средство, да, вот именно средство индивидуальной мобильности, если превышает 35 килограмм, то есть это прописано в паспорте данного транспортного средства, то он уже не имеет права заезжать на тротуар. То есть, если они, опять же, управляют данным видом транспорта по тротуару, да, ну вот, допустим, дети, ну также есть взрослые, которые тоже управляют данными средствами индивидуальной мобильности, то они, опять же, должны это учитывать. Ну и когда они управляют данным видом транспортного средства, то они, опять же, должны управлять им только по выделенным трассам, так сказать, да, то есть именно если у нас велосипедная дорожка, где есть велосипедная дорожка, ну и также для средств индивидуальной мобильности вот эта дорожка подразумевает собой, да, то они также там должны, опять же, управлять данным видом транспорта безопасно, то есть управлять с определенной скоростью, то есть не превышающей допустимую. Они должны управлять данным видом транспортного средства безопасно, то есть не создавать помех другим участникам дорожного движения, то есть велосипедистам, ну и таким же водителям средств индивидуальной мобильности, ну и в особенности пешеходам. У нас уже, в принципе, на территории города есть факты дорожно-транспортных происшествий именно с данным видом транспорта, когда дети катаются, берут в прокат, ну и также своими самокатами, также катаясь, попадают в дорожно-транспортное происшествие, ну и в принципе потом не обращаются. Для жителей Якутска общедоступный самостоятельный прокат электросамокатов в новинку.
пользователь и не задумывается о его правилах движения. Расскажи мне о том, где ты взял в прокат этот самокат, насколько он удобен и как давно ты вообще практикуешь? Ну, я только сегодня первый раз катаюсь, только научился. А взял самокат вот рядом с Сбербанком, тут неподалеку. Да, удобен и быстро. Стоит это 3 рубля в минуту. Скачиваешь приложение вот Bicyfly и сканируешь QR-код этот и платишь. Все. Вот ты сказал, ты в первый раз. Скажи, насколько сложно в управлении? Ну, не так уж сложно. Только один кнопка газ и тормоз. Все. А до скольки километров в час он разгоняется? Тут ограничение 20 километров. А если купить отдельно за свои деньги, можно 30-40 где-то. А ты знаешь по правилам техники безопасности, дорожного движения сколько? Нет. Не интересовался? Нет. А там случаев в приложении нету? Вот прочитайте. Ну да. Такое было, да? Вроде было. Получается, ты когда скачиваешь там... Да, появляется окно с правилами и так далее. А ты прочитал? Нет. Повсюду, по парку, по тропинкам езжу. На дорогу не выезжаешь? Нет. Переходить дорогу с самокатом нужно строго пешим ходом, то есть ведя транспорт за собой. Также на водителей СИМов распространяется требование быть трезвым за рулем. За нарушение этого правила штраф от 800 до 1500 рублей.